Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Президент Аслан Бжаня встретился с генеральным директором РУП «Черноморэнерго» Михаилом Логу и бывшим руководителем этого ведомства Асланом Басария. Обсуждались пути выхода из сложившейся кризисной ситуации в энергетике. Во встрече принимал участие руководитель администрации президента Алхаз Квициния. Сегодня в нашей программе смотрите интервью президента Абхазии Аслана Бжаня, которое он дал генеральному директору АГТРК Ирине Агарба. Как снизить нагрузки на электросети и сохранить энергосистему республики? Каковы результаты работы оперштабов по противодействию незаконной деятельности фирм по добыче криптовалют? Эти и другие вопросы обсудили на очередном рабочем совещании в РУП «Черноморэнерго». Обо всем подробнее в репортаже Гугуцы Вардания. Черноморэнерго – результат деятельности оперштабов. Благодаря слаженной работе специалистов нагрузку на энергосистему республики удалось снизить на 75 мегаватт. Но несмотря на это, по словам руководителя пресс-службы Черноморэнерго, ситуацию необходимо все время контролировать. Говорить о каких-то послаблениях пока рано. Это действительно большое количество, но при этом останавливаться не стоит. Специфика работы такова, что достаточно ослабить свое внимание, и все вернется на круги своя. В обществе бытует мнение, что нагрузки на электросети удалось снизить только благодаря отключениям света в районах по графику, а не обесточиванию криптоферм. Однако это не так. На самом деле это не так. Работа идет параллельно. Механизм выглядит следующим образом. То есть если возникают критические нагрузки на определенном фидере, фидер, естественно, обесточивается, и по фидеру выходит группа. То есть, если специалисты зафиксировали, что подстанция перегружена в какой-либо местности, это значит, что где-то поблизости работает криптоферма, которую необходимо обесточить. Такая работа ведется в постоянном режиме и уже дала свои результаты. В некоторых районах уже давно отключения по нагрузкам уже не происходят. Естественно, мы стремимся сделать, чтобы это происходило по всей территории Абхазии. Чрезвычайная ситуация на сегодняшний день в энергосистеме республики – это накопительный эффект, говорят специалисты. Ежегодно нагрузки на электросети возрастали на 5%, а в 2020 году уже составили 21%. Помимо естественного роста нагрузок, ситуацию усугубили криптофермы, пандемия коронавируса, да и сами электросети и многие подстанции в Абхазии находятся в критическом состоянии. За год у нас проходит в сетях огромное количество аварий. Да, и аварии измеряются даже не сотнями, а тысячами. Да, от мелких до крупных. Вот, например, за прошедший год у нас по всей стране разной мощности вышло из строя порядка 160 трансформаторов. Да, и восстановить, скажем, только трансформаторы – это колоссальная сумма, да, которой мы, естественно, не обладаем. Если говорить о таких авариях, вот в день, например, да, у нас на трансформаторных подстанциях только в день выходят из строя порядка 150-200 предохранителей, уже не говоря о всем остальном. Сейчас в республике действует так называемый режим отключений для снижения потребления электроэнергии. По наблюдению специалистов за перегрузом на подстанциях, которые фиксировались определенное время, и был составлен график отключений. Но он может меняться. Мы отслеживаем все нагрузки, соответственно, они возникают в определенное время. И был составлен некий график этих нагрузок, на которого ориентировались наши подстанции по отключениям. Да. Естественно, этот график был не жесткий, он мог колебаться как в меньшую сторону, как и в большую сторону. Да. И если бы мы этот график опубликовали как окончательный, то, естественно, при отключении там, на большее время возникали бы вопросы и возникала бы неразбериха, потому что очень сложно при таких нагрузках, скачках нагрузки соблюдать четкий график. Отключения могли меняться, вот, как вы знаете, у нас недавно был открытый колл-центр, вот, и очень много вопросов, почему там, вчера отключали на час, сегодня отключают на 2. Даже есть вопрос, вчера нас отключали, сегодня не отключают, с чем это связано? Связано только с нагрузками. В этом году Ингургэс остановился на ремонт, и теперь мы электричество получаем со стороны Российской Федерации. И генеральный директор уже не раз озвучивал количество отпущенной нам электроэнергии. Это 800 миллионов киловатт.
Этого количества электроэнергии должно хватить до мая, поэтому активная работа по снижению нагрузок на сети продолжается. Перед энергетиками Абхазии на сегодняшний день стоят две задачи – сохранить энергосистему республики и сделать так, чтобы свет в домах не выключали. Несмотря на все усилия специалистов и снижению нагрузок, эти два вопроса остаются открытыми. Гугуца Вардания, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. Сотрудники Министерства внутренних дел совместно со специалистами Черноморэнерго продолжают работу по обесточиванию и опломбированию майнинг-ферм. На этот раз инспекция отправилась в Ачимчирский район, где осмотрели ранее отключенные криптофермы. Ясмагул Анзе продолжит тему. Первым объектом инспекции стала крупная криптоферма в Ачимчире, расположенная в так называемом 9-м районе. Это уже вторая проверка. К приезду специалистов ферма не работала. Один из 5 ангаров был демонтирован, а часть оборудования снята. Ранее здесь располагались 1538 майнинг-аппаратов, потреблявших 3 мегаватта электричества. Рассчитать точный доход, который ферма ежемесячно приносила владельцам, уже не представляется возможным. Однако, по словам специалистов, счет шел на десятки миллионов рублей. Такие аппараты считаются одними из самых мощных и дорогостоящих. Сегодня мы произвели повторное посещение объекта. Да, на самом деле он по факту нашего прибытия не работал. Даже мы замечаем, что идет демонтаж фермы. Но плюс ко всему, чтобы убедиться, чтобы наверняка, как говорится, мы с главного фидера, с ячейки произвели отключение объекта. А вам известна информация о владельце? Да, конечно, нам известна информация о владельце. Насколько я услышала, владелец здесь не один, да? Ну да, обычно в таких больших фермах один владелец чисто физически и материально, это очень сложно содержать такую ферму. Здесь несколько хозяевов, которые, в общем-то, вместе дружно здесь работают. Но есть еще и момент, касаемый трансформаторов, которые здесь установлены, и самой фермы. Мы ведем с ними общение, ранее, когда мы приезжали сюда, они указали, что да, действительно, они не будут подключаться. На сегодняшний день мы приехали, они не были подключены. Я не могу сказать, может быть, какие-то включения и были, но утверждать на сегодняшний момент не могу. Но впредь подключиться здесь физически будет нереально. А владельцы с вами как идут на контакт? Сложно, легко? Нет, ничего сложного нет. В принципе, в любой ферме хозяин понимает ситуацию, которая сложилась вообще в общем в республике, касаемо добычи криптовалют. И проблем не возникает, идут навстречу. А после того, как владельцы демонтируют свое оборудование, вы как-то отслеживаете их деятельность? Да, мы отслеживаем место складирования, считаем количество устройств, опечатываем помещение. Если уже, допустим, по приезду нашему, когда мы уже будем проверять наличие заскладированного оборудования, не будет хватать устройств или же там появилось больше, это уже дополнительная проверка будет проводиться. А вот еще одна криптоферма в заброшенном доме в селе Элыр. Силовики приезжают сюда уже в 4-й раз. Сейчас ферма не работает, часть аппаратов демонтирована. Однако, как было обнаружено, к ранее отключенному трансформатору снова подведено электричество. В этом же селе расположилась еще одна ферма. Объект не работает со 2 декабря. Ни одна пломба за это время не была сорвана. По словам специалистов, эти майнеры – одни из самых законопослушных в районе. А вот на следующем объекте инспекции долго не открывали ворота. После телефонных переговоров мы все-таки сумели попасть внутрь. Расположенные во дворе контейнеры с майнинг-оборудованием были закрыты. Однако трансформатор пришлось обесточить. В данный момент мы находимся в городе Ачимчира, в районе водоканала нового. Это майнинг-ферма находится, которую обнаружили 2 дня назад сотрудники Ачимчирского РОВД. Данный объект должен был быть обесточен сотрудниками Черноморэнерго, и вроде как обесточили. Но на момент проверки сегодня мы, как видим, к трансформаторам подведено электричество, есть напряжение. В данный момент, как вы видели, обесточили данную ферму, отрезали от высоких. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции опечатывают данную ферму, так как мы ранее на ней не были. До этого мы были с вами на 3 фермах, еще и, как вы видели, на момент проверки они не работали. На каких-то были сорваны пломбы, на каких-то не были сорваны пломбы. Мы сейчас в конце дня на рабочем совещании будем обсуждать данные проблемы.
По пути силовики обнаружили еще одну небольшую криптоферму. Правда, и она оказалась недействующей. Здесь находились только охранник и ангар. Последним объектом посещения стала криптоферма, соседствующая с цехом. К моменту инспекции все 98 майнинг-аппаратов не работали. Однако, по словам специалистов, их, скорее всего, отключили совсем недавно. МВД Абхазии проводит системную работу по выявлению майнинг-объектов. Рейдовые мероприятия по районам и городам республики идут круглосуточно. В данный момент проводятся рейдовые мероприятия силами центрального аппарата и силами Очимчирского РОВД, плюс задействована администрация города и Черноморэнерго. Ну, мы видим, что не все фермы были отключены, и сейчас в данный момент отключаются все. То есть изымаются и трансформаторы по мере необходимости, и линии, которые подключены к сетям. Мы надеемся на понимание жителей, потому что это общая проблема электроэнергии в Абхазии, и поставленная задача президентом, она будет выполнена. Следующие наши проверки будут проходить в других городах. Это Гудаута, Гагра, и так поэтапно. Если мы увидим, что поставленная задача не выполняется добросовестно, персонально будут нести ответственность руководителей. Это касаемо милиции. Поэтому руководство МВД будет регулярно выезжать с такими мероприятиями в районы и в города. Бывают места, где, естественно, происходят небольшие конфликты с владельцами ферм, но эти конфликты локализовываются сотрудниками внутренних дел. И да, есть места, где мы отключали, и они повторно их включили. Мы сейчас будем разбираться, кто их включил. И переезжают, чтобы спрятаться, и чтобы их не увидели. Но мы данную информацию получаем, нам очень помогают и жители, и оперативно получаем информацию, и вовремя оперативно ее пресекаем. Для нас сейчас самое главное понять, что мы все делаем одно дело, и на местах выполняется поручение президента. Мы будем докладывать президенту, кто добросовестно выполняет свою работу и выполняет приказ президента по выключению майнингов на территории Республики Абхазия. Докладываем регулярно, ежедневно, выявляем недобросовестных работников, и я уверен, что они будут освобождаться от своих занимаемых должностей, как и сказал глава государства. Министерство внутренних дел обращается ко всем, кому известно о незаконной деятельности майнинг-объектов. Звонить по телефонам +7 840 226 41 41, +7 940 927 28 46, или же написать сообщение на WhatsApp и Telegram Messenger по номеру +7 940 920 20 95. Эсма Голанзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. На 91-м году ушла из жизни языковед, доктор филологических наук, профессор, академик Академии наук Абхазии, кавалер ордена Ахтзапша второй степени Лидия Платоновна Чкадова. Лидия Платоновна награждена 2 почетными грамотами Президиума Верховного Совета Абхазской ССР и медалью «Ветеран труда». Ей присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Абхазии», лауреат Государственной премии имени Гулия и Международной премии имени Чикубава. Лидия Чкадова занималась научными исследованиями в области морфологии, синтаксиса, словообразования, лексикографии, нормирования абхазского литературного языка. Соболезнования родным и близким по случаю смерти Лидии Чкадова выразил президент Аслан Бжаня. Уход из жизни великого абхазского языковеда, всю свою жизнь посвятившего изучению и развитию абхазо-адыгского языка, невосполнимая потеря для науки Абхазии, смечается в частности соболезнования главы государства. Соболезнования семье Лидии Чкадо также выразили спикер Народного собрания парламента Абхазии Валерий Кварча и профессорско-преподавательский состав АГУ. В Сухуми простились с волонтером, общественным деятелем, учредителем молодежного объединения «Открытая ладонь» Константином Васильевым. За свою короткую жизнь он сделал много добрых дел, оставив тем самым светлую память о себе.
Успеть все и сразу. Таким был девиз жизни Константина Васильева. У него было много друзей и единомышленников, которые встали рядом с ним, помогая воплотить в жизнь планы Кости. А их было много. Проект «Открытая ладонь» самый главный в жизни Кости. Благотворительную деятельность он начинал именно с этой организации. Мы потеряли не просто друга. Абхазия потеряла очень достойного сына, патриота, миротворца. Вот. Есть такой немецкий философ Гёте, цитата: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты». Костя являлся тем, кого можно было с поднятой головой гордо назвать, и тебе дали бы хорошую характеристику. Он являлся учредителем «Открытой ладони», занимался донорством, является куратором многочисленных акций благотворительных. Созидал вместе с нами, хотел привнести в этот мир что-то положительное. И я сегодня могу сказать, что он смог. Дальше больше. Константин Васильев стал основоположником донорского движения в Абхазии, ибо понимал, насколько это важно для людей. Вместе со своими друзьями он проводил донорские акции и марафоны, целью которых было привлечь внимание общественности к проблеме нехватки донорской крови и популяризации донорства в республике. Во многом благодаря этому было спасено несколько сотен людей. У Кости было больное сердце, но оно было большим и горячим. Он хотел помогать людям бескорыстно и делал это. Константин. Ефибаш кусароб аре арпус и худзвас. Ишукс маджра аваги. Яйца заусква. Даразират шоп. Ярая пиццас ачар хайвак ярду амадра. Яробазги. Апсу абатат. Фюарбжард конгресс. Ахавы и ухозар профессионал я хасабова. Хивозги ирцан. Аха сарайстахан яробазги сазад гывас. Ари ауи ойпсук я хасабова. Саад издыргоишти. Амтарачак идзом. Ари ауи скинаги дува гывон. Одар крумазар искинаги цхабжонзарги. Уизасраги алон дува гывон. Константин смело брался за новые проекты, участвовал в благотворительных акциях и никогда не оставался равнодушным к чужим проблемам. Новость о кончине Константина потрясла нас, как и всех, кто его знал. Константин был человеком очень активным, добрым. Он относился к такой категории людей, которого не нужно было просить о помощи. Он всегда подходил со своей инициативой, спрашивал, нужна ли какая-то помощь. Он был активный, энергичный, деятельный. И тот редкий человек, который все свои проекты, все свои дела доводил до логического завершения. Константин останется в нашей памяти навсегда. Я думаю, что те добрые дела, которые он делал, та помощь, которую он оказывал людям, она не будет забыта. Мы сохраним добрую память за его вклад в нашей жизни и в жизнь нашей страны. Константин Васильев Принджоля так неожиданно, несвоевременно покинул нас. У него было очень много планов, очень много идей. Мы очень скорбим по нашему другу, брату, соратнику. Являясь человеком с активной гражданской позицией, Константин участвовал в молодежной и общественной жизни нашей страны. Будучи членом правления русской общины Абхазии, работал над консолидацией многонациональной молодежи республики и развитием международных молодежных связей с Российской Федерацией. Любовь к культуре и чувство патриотизма связали его со Всемирным Абхазо-Абазинским конгрессом. В работе конгресса мы очень благодарны Косте именно за то, что благодаря его участию мы обрели целую команду молодежи с правильной гражданской позицией, молодежи, чье участие в нашей работе было цено именно вот таким здоровым, патриотичным, правильным настроем. Сказать, что мы опечалены, это, наверное, не выразить того, что мы сегодня чувствуем.
именно потому, что Костя умел быть вот не только там хорошим организатором, идейным вдохновителем, соратником, а еще и потому, что он обладал в человеческом измерении исключительными качествами. Это был очень искренний человек, всегда готовый прийти на помощь, не только в работе, но и вот в личных отношениях у нас выстроилась замечательная такая линия. Вот нам всего этого будет очень не хватать. За свою короткую жизнь Костя многое успел сделать. Именно успел, потому что знал сам, насколько коварна его болезнь. Но главное, что Костя оставил после себя. Много добра и света. Это то, о чем будут говорить его друзья, вспоминая о нем. Щезина Жиба, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. 28 января в новом районе Сухума в здании станции скорой помощи открывается новый пункт забора ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщает Управление здравоохранения администрации города Сухум. Прием анализов будет производиться с 9 до 11 часов. Жители Сухума и Сухумского района могут обращаться в пункт забора тестов строго по направлению врача. В Гагре закрыли 6 объектов общественного питания. По результатам проверки, проведенной сотрудниками УЭБПК МВД Абхазии совместно со специалистами санитарно-эпидемиологической службы и представителями администрации Гагрского района, вынесены постановления о прекращении функционирования 6 объектов. Как сообщает пресс-служба МВД, это 2 кафе «Ролленбург» и «Русалочка», столовая номер 1 по улице Демерджипа, кафе «Жемчужина», а также кафе «Иопацха» в поселке Бзыбь. В ходе проверки установлено, что большинство общественных заведений посетителей не принимают, работают только на вынос, а многие вовсе закрылись. Предупредительно-профилактические мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции в стране сотрудники МВД Абхазии проводят систематично. Эта работа направлена на выявление нарушений ограничительных мер, введенных на территории республики. В Министерстве туризма состоялась встреча с профессиональным дизайнерским сообществом Абхазии. Темой обсуждения стал туристический логотип республики. Как известно, на минувшей неделе в Минтуризма были подведены итоги конкурса по выбору туристического бренда страны. Логотип дизайнера из Санкт-Петербурга, набравший наибольшее количество голосов при онлайн-голосовании, был рекомендован экспертным сообществом к доработке. Исходя из замечаний, поступивших в адрес работы финалиста, было решено выбрать еще 4 логотипа из представленных ранее 54 работ. Окончательные итоги конкурса будут подведены в середине февраля. Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма Республики Абхазия. 26 января в селе Верхняя Шера Сухумского района произошел природный пожар, сообщает МЧС Абхазии. Горели кустарники и сухая трава на площади около 500 квадратных метров. Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 15 часов 39 минут. Огонь тушили 10 сотрудников ПСО Сухума. Пламя ликвидировали вручную из-за труднодоступности места возгорания и невозможности подъезда к нему спецтехники. И в конце выпуска прогноз погоды. В четверг, 28 января, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. Со второй половины дня дождь, возможно, гроза. В горах дождь со снегом. Температура воздуха ночью плюс 2,7, днем 11-16 тепла. Температура морской воды плюс 10. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.